Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Уровень задымления на свалке в Шашикуаре за ночь снизился. Однако ситуация с возгоранием бытовых отходов на полигоне остается сложной. В Пицунде завершила работу международная летняя школа. Подготовка к новому учебному году, цены на школьную форму и принадлежности в материале наших корреспондентов. Премьер-министру Александру Анкваб представлен новый начальник погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия генерал-майор Сергей Щедрин. Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургали. Александр Анкваб выразил благодарность завершившему службу в республике бывшему начальнику погрануправления Андрею Кудимову и пожелал ему дальнейших успехов. Обращаясь к новому руководителю погрануправления, премьер-министр подчеркнул, что абхазская сторона, как и прежде, готова оказывать необходимое содействие российским пограничникам. Мы всегда открыты и доступны для вас в реализации общих задач, определенных абхазо-российским межгосударственным соглашением по совместной охране границ, отметил премьер-министр. Несмотря на то, что уровень задымления на свалке в Шашикуаре за ночь снизился, ситуация с возгоранием бытовых отходов на полигоне остается сложной. Очаги возгорания находятся глубоко под мусором, и добраться до них небезопасно. На место выехала наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. Четвертые сутки на полигоне бытовых отходов в селе Шашикуара Галского района горит мусор. Огнем охвачено около 3 из 11 гектаров полигона. Очаг возгорания сейчас находится не на поверхности, а внутри, поэтому быстро потушить его не получается. Беспросветная серая пелена. Такую картину можно наблюдать на мусорном полигоне. Дым и запах гари затрудняют дыхание. Сейчас открытого горения уже нет, но тонны мусора тлеют на глубине. Ядовитый дым ветром сносит в сторону жилых районов. Пожарные едва собьют пламя в одном месте, как гореть начинает в другом. Тяжело и жителям близлежащих сел. Люди жалуются на неприятный запах. Работа спасателей затруднена тем, что подъезды к очагам возгорания завалены мусором. Трудно добраться до очагов возгорания. Мы уже 4-й день своими силами боремся, но вчера уже подключились с Ачамчирского района МЧСники, и ГЕС предоставил нам машину, но не помогает, но еще надо дополнительную технику. Мы сегодня тоже говорили уже с Сухумом, скорее всего они уже в ближайшее время пришлют машины и Сухума МЧСников и дополнительную технику. Но сегодняшний день наша задача это потушить огонь, пожар, потому что тут близости село Шашикуара, село Реп, поблизости живут люди. Это очень опасно для здоровья и для детей. 19 августа въезд мусороуборочных машин был приостановлен. С утра 20 августа мусор стали вывозить на новый котлован. Сюда мусор привозят из Сухума и Гала. Ежедневно заезжают до 10 машин. Это 1500-1600 кубометров мусора. У нас было собрание, и уже в Сухом в курсе, что у нас в полигоне, и они пришлют дополнительную технику уже, скорее всего, через час. В Шашикуару привозят мусор из столицы с 2019 года. Полигон находится на обслуживании у Сухума. Здесь ведется круглосуточная охрана. На сегодняшний день еще не установлена причина возгорания. Может быть и от этой жары, которая аномальная, и может быть человеческий фактор, тоже не исключается. По факту мы не можем сейчас точно утверждать, от чего это загорелось. В округе близлежащих 3 села фактически люди вчера собирались, приходили к нам и говорят, что даже с закрытыми окнами дышать невозможно. И мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что это и для столицы в данный момент очень тяжелая ситуация остановить этот мусор. Но если весь полигон разгорится, тогда уже это будет не районного масштаба ЧП, это будет республиканского масштаба ЧП. Вчера это был пик, наверное, возмущения жителей. Они физически собрались, заявление написали.
Под этим заявлением расписывается 87 человек. Мусорный полигон в селе Шашукара горит не в первый раз. Месяц назад был зафиксирован первый очаг, но тогда его удалось локализовать. Котлован, который после того, как заполнился, еще вот насыпью вы видите где-то, ну не знаю, метров 6-7, может до 10 местами высотой и насыпью лежит. Этот огонь, как бы свое свойство так имеет, вниз идти, внизу загораться. И вот сейчас надо расковырять вот этот весь котлован оттуда и внизу это поражение огня тушить, да, что фактически голыми руками невозможно. Вопрос утилизации твердых бытовых отходов является проблемой глобального масштаба. И Абхазия в этом вопросе ничем не отличается. Утилизация ТБО у нас происходит традиционным способом, без применения каких-либо особых технологий. Однако совсем скоро ожидается запуск нового полигона бытовых отходов в селе Кацикыт. Мы связались по телефону с начальником УКС Тимуром Агарба. По его словам, строительство полигона завершено. Акт ввода в эксплуатацию уже подписан всеми профильными службами, в том числе эксплуатирующей организацией администрации Сухума, которая сейчас набирает персонал. Администрация города Сухум сейчас проводит дополнительные мероприятия по строительству навеса для складирования вторичного сырья после сортировки. Закупает спецтехнику для обслуживания полигона и приема ТБО. Идет набор персонала, насколько мне известно, для работы на сортировочной линии. Завершен первый этап капитального ремонта автомобильной дороги, ведущей как раз таки на полигон. В следующем году эти работы будут продолжены. Также хотел отметить, что во втором этапе строительства полигона ТБО была предусмотрена установка комплекса очистных сооружений с тела полигона. Значит, эти работы тоже завершены. Между тем, по договоренности ЖКХ Галского района и Сухума возить мусор из столицы будут только до конца этого года, до открытия полигона в Кацикыт. За это время администрация Сухума планирует укомплектовать необходимой техникой новый полигон ТБО, чтобы он мог полноценно функционировать. Сейчас идет подготовка к тому, что с поставщиками ведутся переговоры по подбору техники необходимой. Вот, это не дешевая история. То есть каждая единица она обходится в достаточно приличную сумму. Вот, значит, администрация будет изыскивать необходимые средства, возможно, даже будут обращения в кабинет министров для поддержки, потому что для города такая сумма она неподъемная. Вот. И после того, как, значит, параллельно также ведется подбор персонала, здесь сразу скажу, что проблема достаточно непростая. Специалисты МЧС Абхазии продолжают тушить мусор. Пожар будет локализован, как только расчистят доступ к очагам возгорания. Шазина Ханагуа, Заур Кварчи, Нарсоу Цулуки, Джабир Амшуков, Абхазское телевидение. Коллективу МВД по Галскому району представлен новый начальник Астамур Таня. Представляя Таня, ВРИО начальника УГАИ МВД Абхазии Дами Авицба отметил, что текущая ситуация по борьбе с выявлениями нарушителей ПДД в районе находится не на должном уровне. Этим фактом вызвана необходимость кадровых изменений. Неудовлетворительной работу УГАИ Галского района считает и курирующее нашу работу руководство МВД. На новое руководство мы возлагаем большие надежды, сказал Авицба. Астамур Таня, подполковник милиции, работает в госавтоинспекции с 2015 года. До назначения в Галский район занимал пост заместителя начальника управления госавтоинспекции. 2 факта незаконного хранения наркотических средств выявлено сотрудниками уголовного розыска Гудаутского и Гагарского районов. Далее оперативная съемка МВД.
Незаконное приобретение и хранение наркотического средства вменяется жителю города Сухум-Джопу Аслану Родиковичу, 1992 года рождения. Метадон в крупном размере. У задержанного при личном досмотре изъяли сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району. В отношении гражданина Джопа органам предварительного следствия Гудаутского райотдела по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. На период предварительного расследования подозреваемый помещен под домашний арест. Аналогичное сильно действующее наркотическое средство было изъято сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными Цандрипского отдела милиции УВД по Гагарскому району у Жиба Аслана Лариковича, 1988 года рождения. Наркотическое средство последний незаконно приобрел и хранил при себе для личного потребления. По данному факту в отношении гражданина Жиба возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование проводит отдел дознания Гагарского РУВД. Сотрудники службы госбезопасности Абхазии раскрыли канал незаконной миграции иностранцев. Задержаны 2 гражданина Грузии, имеющие вид на жительство в Абхазии. Подробности в материале пресс-службы СГБ. В ходе проведения мероприятий по пресечению деятельности лиц, осуществлявших организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории Республики Абхазия в обход официально установленных пунктов пропуска в приграничной территории с Республикой Грузия, была реализована оперативная информация, по которой 17 августа 2024 года в селе Бгоура Галского района были задержаны 2 граждан Грузии, обладающие видом на жительство Абхазии – Читанава Римико, 1964 года и Читанава Муртаз 1967 года. Указанные лица, используя благоприятное географическое место проживания, непосредственно граничащее с территорией Грузии, оказывали содействие при незаконном пересечении госграницы. В ходе проведения обследования домовладения задержанных, согласно справке ЭКЦ МВД Республики Абхазия, были обнаружены оборонительная граната F1, ручная граната РГД-5, тротил общей массой 1600 граммов, пластид 45 граммов, тротиловая шашка, патроны различного калибра, а также стопка долларовых купюр. В августе 2024 года 2 граждан Российской Федерации, Денисов Дмитрий Александрович и Лузенин Александр Викторович, с использованием подложных документов пересекли государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией. В ходе реализации оперативной информации 17 августа вышеупомянутые граждане были задержаны при попытке незаконного пересечения госграницы в направлении Грузии, организованного лицом без гражданства Секане Арчилом Бедзинаевичем, 1979 года рождения. В отношении последних проводятся необходимые следственные мероприятия. Необходимо отметить, что на канале въезда и выезда наблюдается тенденция частых попыток нарушения приграничного режима с целью проникновения на территорию Республики Абхазия членов криминальных структур Грузии и Турции. Так, за последний период оперативными службами госбезопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ Российской Федерации и пограничным управлением СГБ Республики Абхазия было задержано 13 человек, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, среди них граждане Иордании, Турции, Алжира и Палестины. Службой государственной безопасности разработан план мероприятий, направленный на пресечение вышеописанных противоправных преступлений. В Пицунде завершила работу международная летняя школа «Учитель года». В проекте участвовало более 80 педагогов Гагарского района. Одна из целей проекта – широкий обмен опытом лауреатов конкурсов «Учитель года» различных регионов России и педагогических работников Абхазии. О работе летней школы и ее итогах в репортаже Сарии Кварцхелия. Летняя школа – это образовательный проект для тех, кто учит учиться. Ведь по принципам современных методик в воспитании мыслящего поколения важно именно это. Потому повышать свою квалификацию из раза в раз крайне важно. Успешное и эффективное обучение можно выстроить в диалоге с молодым поколением. А площадка летней школы предоставила прекрасную возможность для педагогов проанализировать свою позицию, найти пути личностного и профессионального роста. Могу сказать лично за себя, я приобрела друзей, и уже обменялись контактами, то есть я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным, ну и, конечно, педагогической деятельности.
Спасибо большое всем организаторам этого конкурса. В рамках мероприятий проходили лекции, мастер-классы, семинары. «Учитель года» — это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов, победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов разных лет. В этом году занятия школы охватывали 4 направления: дошкольное образование, начальная школа, физическая культура и абхазский язык. يبسوما شكول كورخنا شيء يجدروا ناس يرى يبسوما شكول كوي حيرة شو بابسو شكول راس تجي ويخوجي كخنار خدها يرى يبسوما شكول كورخنا أبسو خوجي رخب خزارة راسوب دارسة وبراجي ناس خوجي أبسو الزمدرو يرى جيرت ميلاد كوجي شكول كورخنا زرستو هري حنكرت بسشوب حرادة هري حنكرن بسشخا حنكر خخي جروب خوشكم بسيودر زرا وبريزحن حرا وبس يجحكارو بزارة процесс ينالجو школу обряйте же как быстрее дыррато конце айзера конце инахкару. 19 августа в пансионате Литфонд состоялась торжественная церемония закрытия 6-й международной летней школы «Учитель года». Министр просвещения Инал Габлия поблагодарил гостей и участников проекта за плодотворную работу. Я надеюсь, скоро мы будем объявлять учителей года Абхазии совместными усилиями. Тем более у вас замечательный опыт общения с такими выдающимися педагогами, мастерами своего дела из Российской Федерации. У нас такие есть, и мы будем таких выявлять. Поэтому я еще раз благодарю всех организаторов, Владимир Дарович, всю вашу команду, команду Министерства просвещения, всех, кто нам помогал создавать сегодняшний праздник, прекрасный Литфонд, руководство гостиницы. Мы тут себя чувствуем как дома, поэтому всем огромное спасибо и желаю дальнейших успехов. На вечере показали видеообращение министра просвещения России Сергея Кравцова, который отметил важность проведения международной летней школы именно в Абхазии. Представляете, если можно сказать, элиту педагогического сообщества. То, что сегодня проходит такой слет, международный слет в Республике Абхазия, это очень важно. Мы дружим с республикой, у нас много проектов, и с Министерством образования Республики Абхазия. Я хочу Инала Соломоновича отдельно поблагодарить за организацию мероприятия, за идею провести здесь этот форум. Затем Инал Габлия вручил участникам летней школы благодарственные грамоты и подарки, а директору пансионата – книги для пополнения библиотеки Литфонда. Инал Соломонович, огромное спасибо за этот замечательный проект, который мы вместе реализуем уже 3-й год. И мы в этом году наметили такой новый план, что в перспективе в будущем году мы проведем здесь такой, наверное, масштабный проект с участием уже и педагогов, и школьников из России и Республики Абхазия, который называется «Экспедиция учителей года». Мы очень надеемся, что удастся на абхазской земле провести это серьезное, очень интересное, ответственное и глубокое мероприятие, которое уже 22 года реализуется в России. И благодаря сотрудничеству с Министерством просвещения Республики Абхазия этот проект сможет выйти на международный уровень. В концертной программе вечера приняли участие не только местные артисты, но и участники летней школы, которые выступили с музыкальными и танцевальными номерами. Летняя школа завершилась в преддверии начала нового учебного года. Очевидно, что влюбленные в свое дело педагоги приступят к своим обязанностям с еще большим энтузиазмом. Сария Кварцхеля, Дамир Гонджуа, Абхазское телевидение. До начала учебного года осталось 10 дней. Конец августа – жаркая пора для школьников и их родителей. Ведь нужно подготовиться, купить школьную форму и запастись необходимой канцелярией. Август близится к завершению, а значит, впереди новый учебный год. Прилавки на рынке и в магазинах пестрят школьными товарами. Здесь есть все, начиная от красочных рюкзаков до школьной униформы.
Новенькие ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, пеналы. Это все совсем скоро отправится в школьный рюкзак, собрать который, к слову, непросто. Покупка школьной формы тоже занимает немало времени. У каждого образовательного учреждения свой дресс-код. Его дирекции родители выбирают сами. Но в элементах одежды есть общепринятая норма для мальчиков. Это белая рубашка и темные брюки. Для девочек сарафаны и юбки темно-синего цвета. Сделать выбор среди такого разнообразного ассортимента сложно, но по словам тех, кому предстоит новый учебный год, им это нравится. Я учусь в первой школе, 4 класс. Конечно, я готовлюсь. Вот, пришла в этот магазин купить с мамой юбки, одежду для школы. А что ты уже купила? Пока мы ничего, в принципе, не купили, только половину канцелярии. А вот из всего этого процесса, что ты больше всего любишь покупать? Куда тебе нравится ходить? Мне нравится покупать юбки и вообще сорочки. Очень люблю. В среднем цена школьной формы варьируется от 1500 до 3000 и более тысяч рублей. А вот новый школьный рюкзак и его содержимое обойдутся намного дороже. А еще обувь. Если этого сезона обувь только завезли, то в среднем 2000 рублей. Если прошлогоднее, то что-то и по 1000, и по 500 продаем тоже, просто чтобы отдать. Примерно сколько обходится собрать Одного, наверное, среднее? Может около 30. Всего 30-35 тысяч. Это вместе с канцелярией? Да, конечно. 35 где-то, наверное. Еще не считала, но примерно. Если у школьников еще есть время отдохнуть, то у учителей каникулы закончились. Преподаватели учебных заведений страны вышли на работу 20 августа. Ведь нужно успеть подготовить всю необходимую документацию, составить расписание, планы уроков и многое другое. Во вторую школу в новом учебном году пойдут более 1000 человек. Готовится уже праздник 1 сентября. Уже оговорено с учителями, с классными руководителями, как это все будет проходить. Небольшое производственное совещание у нас уже прошло. Перед всеми учителями поставлены задачи. Кадрами школа в основном обеспечена, за исключением учителей русского языка. Катастрофически не хватает учителей русского языка. В связи с этим наши учителя перегружены по 2 ставки. Правда, мы работаем 2 смены, но это очень и очень тяжело. Это проблема не только нашей школы, но и других школ. Перед новым учебным годом в разных столичных образовательных учреждениях проводятся ремонтные работы за счет средств республиканского и городского бюджетов. Идут у нас строительные работы спортивных залов средней школы номер 8, 12, 7 завершают и также 14 средней школы. Помните, как в прошлом году у нас залило 14-ю среднюю школу, 8 классов у нас затопило после стихии. В этом году эти все классы восстановлены. Для молодых педагогов Министерством просвещения проводятся мастер-классы, обучающие семинары, для более опытных курсы повышения квалификации. Это, конечно, молодежь, которая принимала активное участие, им будет очень интересно уже идти в школу с новой методикой, преподавать в наших общеобразовательных школах. Конечно, в этом нам помогает Абхазский наш государственный университет. Много молодых специалистов, которые направились в наши школы. Особенно хочу отметить историю Абхазии, хочу отметить абхазский язык в абхазских школах, также в неабхазских школах. Но и тем не менее есть у нас нехватка кадров тоже по направлениям, по предметам. У нас, например, перегружены педагоги математики. Это не говорит о том, что на школе их нет. Но нам надо разгружать старшее поколение, старшее звено математиков, физиков, химиков. Поэтому я думаю, что у кого есть желание идти в наши школы, мы их ждем. По словам столичных специалистов, школьная программа в этом году не меняется. Астанда Таркил также рассказала о ситуации с наличием учебников в столичных школах. На начало учебного года те учебники, которые у нас есть в библиотечном фонде, они у нас есть, потому что в прошлом году мы централизованно получили с Министерства просвещения учебники по факту. То есть это по факту. Какое количество детей, такое количество учебников мы получили на все школы города. Учебники, которые издаются в Абхазии,
и учебники, по тем учебникам, которым мы занимаемся местной программы, то мы эти учебники имеем. Что касается учебников Российской Федерации, если где-то нужно дополнить, мы уже подали заявку, ждем. Старшие классы программа не меняется, новые книги, которые есть, по новым книгам будут заниматься. То есть не нужно покупать ничего. Пока мы не говорим о том, что что-то нужно купить родителям. Мы, конечно, говорим о том, что у нас есть учебники. Если где-то в каких-то школах у родителей будут не хватать учебники, конечно, в первую очередь мы выдаем тем родителям, которые не могут приобретать эти учебники, это многодетные, все льготники. А если, значит, не будет хватать, конечно, я думаю, что многие родители все равно уже в летнее время бегут, приобретают эти учебники, боясь, что им не хватит. В общем, подготовка ко Дню знаний идет полным ходом. Уже совсем скоро во всех школах страны прозвенит звонок, который ознаменует начало нового учебного года. Гугу Савардания, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Государственный таможенный комитет обращается к водителям автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Абхазии, с просьбой воздержаться от пересечения абхазо-российской государственной границы 21 августа с 10 до 12 часов. Просьба связана с проведением в это время профилактических мероприятий на МАП «Адлер» и во избежание образования заторов. И в завершении выпуска традиционно о погоде. В среду 21 августа ожидается ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем 29-34. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.